Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов, и вот о чем мы расскажем сегодня. Грозный становится все краше. На каком этапе преобразования столицы проверил лично глава региона? Большей части благоустройства шайги, пешеходный тротуар, Четверть века на страже духовно-нравственных ценностей. Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями отметил юбилей. Департамент Развитие Урус-Мартановского района активно продолжается. Проверить инвестиционный потенциал муниципалитета прибыл руководитель администрации главы правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. Район в последние годы показывает устойчивое социально-экономическое развитие. Глава региона провел инспекцию на главных стройплощадках Грозного. Его сопровождал первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Исат Умхаджиев. Делегация проверила ход реконструкции улицы Асланбека Шарипова, строительство моста через реку Сунжа, а также работы на проспектах имени Владимира Путина и Ахмата Хаджи Кадырова. Подробности проверки далее в сюжете. Свою проверку Рамзан Хаджи Кадыров начал с улицы имени Асланбека Шарипова. Здесь работы идут полным ходом, строится путепровод через железную дорогу и благоустраивается территория. шайги балкны шокани, этлисин дойлахонан, бухаладаж, апалок шото, залиттин яллахон, залиттел его бухни, апиру стой залиттин, йотол гизризляцин, кинс второй стой залиттеш боша, хо и тердин, вот я асфальт проблем. Хохот проблемят, он основной халбох хокарбелла, инсаюлин не бохули дабис асфальт більш. Здесь теперь 6 полос, укладывают гранитную брусчатку. Все выполняется по самым современным стандартам качества. Шарипова улица, 6-полосный двор, окна шайги, гранитный бордюр, гранитный брусчатка, шайги массом современный. Он окрем Ахматович, военмагардон. Большей части благоустройства шайги, пешеходный тротуар, до конца месяца результат На стадии завершения мост через реку Сунжа протяженностью 72 метра. Совсем скоро по нему уже начнется движение автотранспорта. Заливать любые, а что гидроизоляции, и вот здесь помощать, что перебьет штахи, теперь бордюр такой, теперь умер. Я عايزة يعني المدينة زعينة. شادك حبيب بدل دامر. أحكم بو بيشاني دون. صاحم كوين ده. السلام عليكم ده مشهور. وديش والله بدي. شايجي دون مستوى شو ديك وكرتاتينايو بلا جلزة تستوقش أرميرو تروح حلو جدا أنت أي واحدة يقول إنه شو كرتاتيجي. Глава региона проехался по проспектам имени Ахмата Хаджи Кадырова и Владимира Путина. Здесь полностью заменен верхний слой асфальта. Узуё хакачан вообще до конца фонду будешь болбах. Проспект Кадырова полностью чекбалон 100%. Проспект Путина 100% фонду будешь болбах чекбалон. Асфальтное покрытие верхний слой полностью или центра Мастанадова. Вы Англии саншие какой? Очередная точка инспекции – это новый район имени Владимира Путина. Первая линия домов почти готова. Ведется отделка фасадов, остекление и благоустройство прилегающей территории. Захаскетчик заказательный и переводы Леонидович. А так чурбил, что почти больше масана. لما تخرجوا Чего хаску что? Лицевая сторона масана хаскартина хадахует, ну. 90% хамуш. Финишная прямая – обновление Старопромысловского шоссе. Количество полос увеличено до 6, что значительно разгрузит дорогу и облегчит передвижение. هذا 6 полос. Около тротуар, светофор, штахи,
освещение يعني основной дом. Лучше освещение бинбалон, меньше благоустройство ючуна, хара далмон, как-то полностью кичка пошел. Рамзан Хаджикадыров поблагодарил ответственных лиц за профессионализм. Грозный станет самым красивым, современным и комфортным городом России, отметил глава региона. Ислам Иршов, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном открылся новый спортивный комплекс с бассейнами. Объект построен в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Он включает в себя два бассейна – 50 на 25 метров и 33 на 25. Трибуны рассчитаны на 520 мест. Открытие посетили глава Чеченской Республики Рамзан Хаджикадыров, председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров и другие официальные лица. В ходе выступления глава региона отметил, что открытие комплекса поможет развить плавание в регионе и привлечь еще больше молодежи к спорту. Ассаламу алейкум, Шарик Мардон. Сегодня мы открываем очередной спортивный комплекс в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Даты объект Киевой, даты Бормасерит. Там возможность ухода массага тренировок. Плавания у нас не было развития, но сегодня появилась такая возможность. Я очень благодарен Министерству спорта. Да, объект Киевой, да, Мосу очень молодой, да, я молодой, да, это Бормасерит. По всей Чеченской Республике прошла очередная масштабная благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Тысячи семей получили помощь – мясо, кур, хлеб, молоко и мед. Сюжет нашего корреспондента. Очередная благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова проходит по всей республике. Продуктовые наборы доставляют до порога дома. Помощь получили малоимущие люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тагана هوق شيل قاشته ويمخ داس رمضان حج دال عال شويلي دق ساعة دايتنا أحمد حجي دال غزوة قبول دويل تنسر يول شول فونديرة دق سانش دوش ويمخ دال عال شويلي دال قبول دويل سو ويمخنا أيماني حجي ثمال دوش سانش سنا بيسكنا عن غو خلو دق ناق وصل خلو سنا دال عال شويل ويمخ دال دق با هويلي وين هرديك بيلخش با هاي إيش أحمد حجي فوندي لازم تاين فومشو دال ساعة يول هرسيني أيماني اسمي دال Акция проходит по всем районам республики. Фонд Кадырова при поддержке местных властей распределяет наборы с продуктами по семьям. В рамках акции раздали 74 тысяч кур, более 200 тысяч буханок хлеба, 30 тонн молока и 6 тонн меда. Цель акции – помощь семьям с низким доходом, обеспечить продуктами питания социально незащищенные слои населения и укрепить чувство единства в республике. Лиана Хаджиева, Асхаб Керимов. Неделя. 25 лет исполнилось со дня образования Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики. Он был создан по инициативе первого президента Ахмата Хаджикадырова. Организация занимается большим спектром вопросов, в том числе духовно-нравственным воспитанием молодежи. За ее плечами сотни тысяч мероприятий, направленных на укрепление религиозных и культурных ценностей региона. В честь юбилея прошло совещание в главном офисе, где подвели итоги работы за четверть века. Подробности далее в сюжете. За историю своего существования Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями провел большое количество мероприятий. Все они направлены на духовное воспитание в регионе, а также на улучшение института семьи. Изначально в 2000 году Ахмат Хаджикадыров собрал комитет по делам религии, который должен был отвечать за укрепление народных связей в регионе и регулировать духовное воспитание. Создание организации приходится на очень трудное время в республике. Далее к основной работе прибавилась сфера общественной деятельности и взаимоотношений с некоммерческими организациями республики. سو ومحكة قوال الكوميتات
по делам религии. Шиезер долшо дагдохчан дагдо угур халхани войқоми хвехтин войқам держин хани войқама دوخين شخشن وعدل خني سخينا كميديت قول ربحان هدون الجا ير قام قولو ديشتر ير قام كوك وقتو ديشتر كوك وقتو شكلجا وقر كورت دولو بلغشا دين إيمان كوك وقتر در تسوت يرد عبولين بوخبر وزيسيلا وشتار ديكنس بيقم بول. В 2013 году по указу главы региона комитет был преобразован в департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. В этот же период была создана единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. Os комитета департаментир по взаимодействию с религиозными и общественными организациями. Os департамента ой мехде омруца пойтолошар дюн да юqeqena единую концепцию. Единая концепция тахандол дете качалс бо бешю. Os единая концепция бахандела ой Россия почалха. Федеральный закон, шдакки закон, стоится в один лардар хулили, Коран лардар хулили, суннат лардар хулили. Такого рода совещания проходят еженедельно. На них поднимаются самые актуальные и первостепенные вопросы, которые требуют незамедлительного решения. Обзорные церемонии именно в этом направлении Бобиш, Милухати, Цудон, Удешуа, Хата, Бедизда. За плечами департамента огромная работа, а всеми исполнителями единой концепции реализовано около 500 тысяч мероприятий, 260 тысяч из которых приходится на сферу духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. И в целом, если посмотреть через призму уже в прошлое, департамент, в свою очередь, провел такие масштабные проекты, начиная с патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Чеченской Республики, взаимодействия с некоммерческими организациями, религиозными организациями. Были проведены масштабные мероприятия в республиканском масштабе, такие как «Хиджаб украшает», такие как фестивали, культурные мероприятия. И в целом, в частном, если так посмотреть, в рамках взаимодействия с некоммерческими организациями, благодаря именно инициативе департамента, у нас учрежден грант главы Чеченской Республики, который уже с 2018 года очень плодотворно помогает некоммерческому сектору в развитии и в продвижении их социально значимых проектов. Департамент по сей день активно трудится в сфере духовного воспитания в регионе и не собирается сбавлять темпы. Лиана Хаджиева, Сайдамин Ибрагимов и Ибрагим Батаев. Неделя. По поручению главы Республики Рамзана Хаджи Кадырова проходят совещания, направленные на повышение эффективности органов местного самоуправления и решение насущных вопросов. На этот раз рабочая поездка руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Галаса Таймасханова прошла в Русмартановском районе. Здесь обсудили развитие инфраструктуры, реализацию инвестиционных проектов и социальные инициативы. В Урус-Мартановском районе активно развивают инфраструктуру. Отремонтировано 100 километров дорог, подключены сотни домов к газу. Создаются удобные условия для жизни. Главы муниципалитетов региона во главе с руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики Галасом Таймасхановым знакомятся с ходом работ на ключевых объектах. Садик дом домой да мурас я шедо маица октябрю или декабрю до Нового года сдача кетчуп я что-то так кроме того у нас отдается белый аппетит я до 20 этажей Урус-Сити его 20 этажей 18 этажей 16 этажей как пирамида уже третий этаж Арбор-Бал стоишь там напротив Урус-Сити на 10 тысяч молящих между целый комплекс и продолжение дальше Хилюшу под это продолжение, под этот комплекс 9,2 гектара один лахту. Следующая точка – завод по производству лакокрасочной продукции. Этот проект – результат привлечения инвестиций в экономику района. Здесь работают 35 специалистов, прошедших обучение на ведущих предприятиях Санкт-Петербурга.
В данный момент мы находимся в зале сырья, то есть вот это наше сырье. Все сырье закупается на территории Российской Федерации, то есть все сырье у нас отечественное. Сырье в основном привозится из таких городов, как Санкт-Петербург, Ижевск, Москва. Примерно колеру мы закупаем в Владимирской области, то есть чисто отечественный материал щу, хоть и технологии иностранные, то есть по финским и немецким технологиям работаем, но все отечественное у нас, все сырье отечественное. Импортозамещение. Да, импортозамещение, да. Сами сотрудники у нас проходили обучение в городе Санкт-Петербург, у специалистов с опытом работы более 20 лет. На расширенном совещании Галас Таймасханов обсудил с главами районов вопросы социально-экономического развития и перехода на новую систему местного самоуправления. Урус-Мартановский район является одним из крупных и густонаселенных районов нашей республики. В районе проживает более 165 тысяч человек. Благодаря вниманию и всесторонней поддержке главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, район в последние годы показывает устойчивое социально-экономическое развитие. Глава Урус-Мартановского района Шамиль Куцаев сообщил, что за последние годы построено 6 школ и 2 детских сада. Открыты 3 современные амбулатории, а урожай зерновых достиг рекордных 33,2 центнера с гектара. За 4 года, за период 21 по 25 год, первое полугодие, в районе построено 6 образовательных школ, благодаря чему 3984 школьников получили современные и качественные условия для получения образования, а также построен учебный корпус здания школы-интернат имени Агаевой со спортивным залом. В том году начато строительство в этом году начато строительство еще 2 школ в селах Шалажи и Тянгичу. Проведен капитальный ремонт здания в 20 образовательных школах. Отдельно обсудили поддержку семей участников СВО. Помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что в республике действует 28 мер поддержки. Общий объем выплат превысил 900 миллионов рублей, а для ветеранов работают 18 специализированных медицинских кабинетов. Поддержка наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, это не разовая акция, а стратегическое направление государственной политики в регионе. По поручению главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова выстроена эффективная система сопровождения военнослужащих от этапа подготовки до реабилитации и полноценной интеграции в общество. По инициативе главы региона в Чеченской Республике действует специальная комиссия по вопросам социальной поддержки участников СВО, членов их семей, семей погибших и пропавших без вести участников СВО. Основные задачи комиссии – координация помощи от органов власти и от Фонда защитников Отечества в Чеченской Республике. Пример Урус-Мартановского района подтверждает, комплексное развитие территории ведет к стабильному росту и позитивным изменениям. Хава Айдемирова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.